На дорогах Коми продолжают биться машины. Только за октябрь автоинспекция зафиксировала 75 ДТП, в которых 90 человек получили различные травмы, 7 погибли. Выезд на встречную полосу чаще всего становился причиной жутких аварий. В некоторых случаях особо отличились любители горячительных напитков. Кадры с мест дорожных происшествий в материале Антона Булаева. Эта авария с участием 2 автомобилей произошла вечером 26 октября на первом километре автодороги Ухта-Сосногорск. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель иномарки, который потерял управление и внезапно выехал на встречку. В своем объяснении водитель автомашины Volkswagen пояснил, что выехал в 8 утра в сторону города Сосногорска и, двигаясь со скоростью примерно 70 км в час, неожиданно почувствовал, что автомобиль идет в занос. Он попытался выровнять автомобиль легким нажатием на педаль газа и поворотом рулевого колеса в сторону заноса. Однако предпринятые водителем попытки были безуспешны. Автомобиль выехал на полос встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ГАЗ. После столкновения с «Газелью» седан опрокинулся и оказался на крыше. 23-летнего предполагаемого виновника ДТП госпитализировали с различными травмами. В больницу также угодил участник другой аварии, которая произошла 27 октября в Усинске. На 139-м километре автодороги Усть-Уса-Хорягинский на бок опрокинулся многотонный грузовик. Водитель поясняет, что двигался со стороны города Усинска в направлении Хорягинский со скоростью около 35 км в час. Неожиданно встречный автомобиль выехал на его полосу движения. Чтобы избежать ДТП, он притормозил и принял вправо, ближе к обочине, вследствие чего автомобиль занесло и он опрокинулся в кювет. Сейчас версию водителя автоцистерны о появлении на встречке неизвестного автомобиля проверяют полицейские. По факту ДТП проводится проверка. Стражи порядка устанавливают обстоятельства еще одной аварии, в которой пострадали сразу 3 человека, в том числе дети. 30 октября около 16 часов 39 минут водитель мужчина 66-го года рождения, трезв, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, двигаясь по автодороге Сыктывкар, Ухта-Печора-Усинск, Наринмар, при разъезде со встречным автомобилем он прижался вправо и случайно зацепил бровку, в результате чего он потерял управление над транспортным средством и совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В тот же вечер в Сыктывкаре в местечке Красная Гора водитель внедорожника врезался в дерево. Пострадал сам виновник ДТП и его 40-летняя пассажирка. Стоит отметить, что у водителя не было водительского удостоверения, то есть он его никогда не получал, а также в момент дорожно-транспортного происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда за пьяную езду без прав 41-летнего мужчину поместили под административный арест на 10 суток. Владелец разбитого УАЗа на следующий день написал заявление об угоне. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. А это значит, кроме возмещения ущерба хозяину поврежденного внедорожника, сыктывкарцу грозит и до 5 лет лишения свободы.